основана полностью на османских источниках этого периода, которые показывают масштаб той угрозы, которую испытало Крымское ханство в этот период. Даже по тем походам, о которых известно на русские пограничные территории со стороны крымцев в это время, мы видим, что с 1552 года, со времени первого черкесского посольства в Москву, и до 1561 года не было ни одного масштабного крымско-татарского рейда против Москвы. И можно говорить о том, что это произошло именно ввиду того, что крымцы побаивались оставлять свои владения, имея за спиной черкесских противников, которых поддерживали организационно, финансово, инженерно, как угодно, русские власти. Вот в частности из статьи Шанталь, что мы знаем, что в июле 1560 года Вишневецкий атаковал Азак, но был отброшен прибывшей османской эскадрой под командованием Кафинского бея. Затем вместе с черкесами он пытался форсировать Таманский пролив с целью атаковать Кефе. Но турецкие власти были проинформированы об их планах либо московскими гонцами, вот это очень интересный момент, поскольку, видимо, уже отношения между Иваном и Вишневецким были такими двусмысленными, враждебными. Видимо, Иван хотел уже отказаться от Вишневецкого, считал, что его активность против ханства уже неуместна до такой степени, тем более он атаковал не столько ханство, а турецкие владения в регионе. А конфликт с Турцией тоже был невыгоден для Москвы в это время. Либо шпионами, отправленными в страну черкесов крымским ханом. Это цитата из Климерсей Киркежи. В итоге вторая османская эскадра встала в проливе и воспрепятствовала вторжению. В 1560 году кафинский наместник Синан был награжден султаном суммой в 30 тысяч акче за услуги, оказанные по защите Азака против русских, Димитраша, Димитрашем называли Дмитрия Вишневецкого, и черкесов племени Жанаглу, то бишь жанеевцев. В начале 1561 года французский посол в Стамбуле сообщал, что русские вместе с черкесами под командованием Дмитрашки, названного предводителем черкесов, весьма успешно действуют против турок и татар. Захватили несколько крепостей и угрожают самой Кафе. Еще по времени сколько, Сын? Так. Мы уже минут 30. Ну ничего, можно будет нарезать. Сейчас последнее еще скажу. Все хорошо. Как я уже упоминал, что зимой с 59 на 60 год Вишневецкий вместе с черкесами, которыми командовал некий Консук. Вот под Консуком имеется в виду, видимо, отец. Не отец, а сын Сибока, названный, видимо, в честь отца Сибока Консука, известного женевского князя, который правил в 20-х, 30-е годы 16 века. И вот этот Консук, он упоминается как сын правителя племени Жаней, то бишь действительно сын Сибока должен быть. Просто его упоминаний нет в русских источниках в это время. Совершил нападение на Азак. Атака была отбита. Консук и один из его братьев были убиты, а их головы, как и многих русских командиров, были отправлены в Стамбул. Таким образом мы видим, что действительно в этот период Крымское ханство могло разделить судьбу Казанского ханства и Астраханского ханства, тем более, гораздо более слабого и легко доставшегося по сравнению, так сказать, с Казанским ханством. Но вот этот безудержный геополитический аппетит Ивана IV, который самонадеянно, не осуществив главного для безопасности страны крымского дела,
Если мы сравниваем, допустим, ливонскую угрозу русским границам и крымскую, то ливонская вообще не существует, конечно, на фоне крымской. Но вот не осуществив вот этого крымского дела, Иван IV сконцентрировался и решил выйти к берегу Балтийского моря и таким образом втянул государство российское в череду бесконечных военных конфликтов. Ливонская война тянулась 25 лет. И, видимо, это и было одной из главных социальных и экономических причин и опричнины, и последующего кризиса русского государства.